наркозависимость? Кто скажет? Когда все больше и больше хочется. Все в формате дискуссии, чтобы учащиеся максимально освоили и запомнили информацию от психологов. В актовом зале 19-й школы говорят о пагубных последствиях наркотиков, до какой деградации доводит наркотическая зависимость, как от них страдает весь организм человека. Согласно статистике, на подростков приходится до 20% всех наркоманов. В таких условиях проблема профилактики и лечения наркозависимости среди детей и подростков является чрезвычайно важной, отмечают специалисты психологического центра. С начала учебного года охватываются все образовательные организации. Если мы захватываем с 1 по 5 классы, это программа у нас здорового образа жизни. С 5 по 11 класс у нас уже идет программа профилактики наркомании, профилактика суицида и буллинга. Буллинг – это травля в организациях, которая тоже может поспособствовать к тому, что ребенок может начать употреблять психоактивные вещества. Профилактические меры считаются лучшим способом борьбы с распространением наркомании среди молодого поколения. Психологический центр при Министерстве образования Ингушетии выездные встречи с подростками от 13 лет проводит во всех школах республики. Наиболее уязвимыми считаются подростки от 12 до 17 лет. Для наглядной демонстрации вреда и разрушительного действия наркотиков на организм показывают документальные фильмы. Также специалисты центра ежегодно проводят социально-психологическое тестирование во всех учебных организациях. Они направлены на раннее выявление и профилактику потребления наркотиков. Результаты этого тестирования могут быть только соотнесены к психологическим факторам устойчивости личности по отношению к социуму. То есть это разные формы зависимого поведения. Говоря о зависимом поведении, мы говорим не о наркотических средствах. Это зависимое поведение к социальным нормам. То есть то, о чем мы говорим, да, потребность в одобрении окружающего мира, да, принятие каких-то асоциальных норм. Ежегодные тесты проходят дети от 13 лет. Тестирование добровольное, проводится только с согласия родителей или самих школьников старше 15 лет. Оно включает в себя анкетирование, с помощью которого психологи определяют вероятность употребления наркотических и психотропных средств. Диагностика проходит в онлайн-формате. Родители уверены, что это тестирование носит вот именно такой карательный характер. Они считают, что они пройдут тестирование, их признают наркоманами и сразу поставить на учет, что абсолютно не соответствует действительности. В этом году у нас специалисты проводили общеродительские собрания по районам и городам. То есть они сами доносили до них, что это означает, о чем это мероприятие, и то, что никаких карательных мер после проведения тестирования не последует. Правда, часто проведению этой работы препятствуют родители. Так как тестирование носит добровольный характер, родители часто отказываются от его проведения. Кто-то думает, что его ребенку пытаются навязать несуществующую проблему, а другие хотят тем самым скрыть проблему. Это трудная работа, приходится работать не сколько со школьниками, сколько с родителями, объяснять их, что это в их же интересах. Но, к сожалению, это ментальная составляющая нашего народа, чтобы родитель или общество не узнало, что их сын употребляет какие-то средства. Они же пока еще молодые ребята, некоторым выходить замуж, некоторым жениться, поэтому никто не хочет омрачать историю. Однако бояться нечего. Даже если есть какая-то проблема, то ее лучше выявить на начальных стадиях и начать лечение, заявляют педагоги. В свою очередь, специалисты психологического центра объясняют, что тестирование ни в коем случае не может определить, употребляет человек наркотики или нет. Только результаты анализа крови могут показать содержание в организме наркотических средств. Тест же выявляет тревожное состояние человека. Далее с учащимися работает школьный психолог. Дабы понять состояние этого ребенка, мы проводим диагностику. Диагностика нам показывает, к чему более расположен ребенок, что можно ожидать от этого ребенка, как нужно ограничить этого ребенка, допустим, провести какую-то профилактику, профилактическое какое-то мероприятие, беседу, либо нужна ли этому ребенку какая-то психологическая поддержка, психологическая помощь. Большая часть наркоманов – это молодые люди от 15 до 35 лет. В большинстве своем зависимые начали употреблять наркотические и психотропные вещества в последних классах школы, либо незадолго после выпусков в университете или армии. Многие школьники и их родители убеждены, что профилактические мероприятия играют огромную роль в борьбе с этой заразой. Старшие ребята
они им тоже предлагают, ну, некоторые, например, мальчики моего возраста, они дружат с этими, ну, со старшеклассниками и вот как-то выливаются в эту дурную компанию. Закон о тестировании школьников и студентов на употребление наркотиков в России вступил в силу еще с 2013 года. Основной его задачей является сокращение общей численности наркозависимых людей за счет прививания мысли о недопустимости приема наркотиков. Сегодня в Ингушетии 212 школьников включено в группу риска формирования наркозависимости. Такие данные были приведены на заседании Республиканской антинаркотической комиссии Махмудом Али Калиматовым. Глава отметил, для устранения этой проблемы должны быть вовлечены все, и в первую очередь родители, которые обязаны осуществлять контроль за детьми. У нас родители любят говорить о том, что их ребенок просто совершенен, что с их ребенком не может ничего произойти, что вот все, что вы делаете, это никому не нужно. Мы очень часто с этим сталкиваемся. Они зачастую просто не знают своих детей, не знают, чем они живут, не знают, какой круг у них общения. С этим мы столкнулись, когда проводили общеродительские собрания. То есть это не голословные заявления, это то, что я лично вот слышала от родителей сама. Под пристальным вниманием сейчас и девушки. Если еще в недалекие времена в регионе и речи не было, что среди употребляющих могут быть и девочки, то сейчас на учете наркодиспансера их с каждым годом становится больше. К вот этой наркоте или каким-то плохим вещам я могу сказать, что со стороны девочек это очень ужасно. Просто даже не то, что они девочки, исходя даже из нашей религии, из нашей веры, это очень некрасиво со стороны. На сегодняшний день до 5% населения являются потерянной частью общества из-за их систематического приема психотропных веществ. При этом, по мнению наркологов, почти 10% от всех наркоманов можно избавить от их зависимости и вернуть к нормальной жизни. По данным Росстата, в 2021 году по причине употребления наркотиков в России умерло более 10 тысяч человек. По сравнению с 2020 годом рост составил 37%. Это число возросло до 7316 человек. Диана Дударова, Хамзат Халухоев. Новости 24.